Irgun bultırtussen. Mende purnadır. Çınnibe kalazan, manan pujı văgăt, numayah mar. Ancak da may pulzan, ebe kenege vulama юрадаdıp. İnternetra laradıp. Per kino pogadıp. Yuldaş sembe tel puladıp. Kaşnegun uramra ujılza şüredip. Kanu kunязынже арымба вармана кайма торжадып. Варман войпарать. Я надеюсь, вы кое-что поняли. И если нет, давайте разбирать. Сегодня было очень много деталей, на которые действительно стоит обратить внимание. Итак, первая фраза. Чонныбе калазан, манын пужа вăгăт, нумаях мар. Чонныбе калазан. По правде говоря, манан пужа вăгăт, у меня свободное время, у меня свободного времени, нумаях мар. Не так уж и много. Разберем чонныбе калазан. Чон – настоящий, чонны – нечто настоящее, чонныбе калазан, по правде говоря, с нечто настоящим, благодаря с помощью чего-то настоящего. Вот так разбирается по слогам, по деталям, по морфемам вот это выражение. Но мы можем для начала запоминать их, не вдаваясь в подробности. Потом, по ходу того, как будете вы изучать чувашский язык, вы будете сами доходить до идеи, что из себя представляет та или иная морфема. Я в этом буду по мере возможности вам помогать. Итак, чонныбе калазан, по правде говоря. Здесь, наверное, еще стоит обратить внимание на калазан. Кала – скажи, сказать, калазан – если сказать. Когда говоришь, если скажешь. Вообще суффикс, аффикс сан и его мягкая форма сень очень частотный в чувашском языке. То есть, когда мы хотим сказать, когда узнаешь, пель зень. Или если будешь стараться, тораш сан. Ну и так далее. Отдельно на что хочется еще обратить внимание, на слово нумаях мар. Мы знаем слово нумай, много. Нумаях мар не так уж и много, не настолько много. Вообще ах, эх, ах, ех точнее, и просто буква х, которая добавляется к словам, заканчивающимся на гласный, это аффикс, который усиляет то или иное слово. Ну, сравните, например, лаях – хороший, лаягах – достаточно хороший, очень уж хороший. Пиде – очень, пидех – очень уж. Халь – сейчас, халех – прямо сейчас. Эбе – я, эбех – ну я именно, как раз я сам в каком-то контексте. Идем дальше. Анчахта май пулзан эбе кенеге вулама юрададап, пербер кино погадап, интернетра ларадап, юлдаш себе тель пуладап. Анчахта, однако, но, анчахта, май пулзан, май, возможность, пулзан, опять наш сан сень, май пулзан, если имеется, если есть возможность, май пулзан, кенеге вулама юрадада. Кенеге – книга, вулама – читать, неопределенная форма глагола, потому что вулама, юрадада – я люблю. На что здесь надо обратить внимание? Книге мы говорим по-чувашски в единственном числе, хотя по-русски говорим читать книги. Я люблю читать книги, да? Дело в том, что в чувашском языке это не обязательно. Кенеге вулама и так передает идею чтения, книгочтения. Поэтому можно просто сказать кенеге вулама юрададап. Дальше. Пербер кино погадап. Пербер, опять идет повторение слова. Пербер
один-один, какой-нибудь. Какой-нибудь. Пербер кино, погадап, пох смотреть, погадап я смотрю. Пербер кино погадап, я смотрю какое-нибудь кино. Интернетра ларадап, сижу в интернете. Интернет ра ларадап, сижу. Калька с русского языка, все предельно просто. Юлдаш сембе тель пуладап. Юлдаш – друг, товарищ. Юлдаш сем – друзья. Юлдаш сембе – с друзьями, совместно с кем-то. И мы дошли до так называемого совместного падежа, который обозначает, отвечает точнее на вопросы с кем, с чем и с помощью чего. В данном случае с кем? С друзьями. Юлдаш сембе. Твердая форма его па. Туспа. Юлдаш па. Ну, юлдаш сем, поскольку сем само по себе мягко, юлдаш сембе. Аннебе. С мамой. Аннебе. Кашный гун. Тель пуладап. Прошу прощения, чуть не забыл об этом слове. Тель. Вообще тель переводится как место. Тель пуладап – место имею, место делаю. Тель пуладап – встречаюсь. Юлдаш сембе тель пуладап. Тель пуладап – надо запоминать эти конструкции. Тель пулма – встречаться. Тель пул – встречайся. Тель пуладап – встречаюсь. Кашныгун урамра ужилза щуредя. Кашныгун, кашный кун, каждый день. Кашный – это фонетически адаптированное слово русского языка «каждый». Вот так вот чуваши восприняли это слово и стали говорить «кашны». Хотя на самом деле есть и тюркский вариант обозначить эту идею. В частности, для этого надо добавить просто аффикс «кун церень». Серень. Кун церень. Каждый день. Чаще всего сейчас говорят, конечно, кашныгун. Может быть, это и проще, когда мы начинаем изучать язык. Кашныгун, ужелза щуредя. Гуляю, прогуливаюсь. Точнее, щуредя. Хожу, ужелза, освежаясь, хожу. Вот так вот в чувашском языке выражается идея прогулки. Кашныгун, ужелза щуредя. Здесь урамра понятно, урамра на улице. Вообще, конечно, надо еще добавить ужелза щуредя. Конструкция, состоящая из двух глаголов, когда к первому глаголу добавляется аффикс са, се, очень характерны для чувашского языка. На них тоже стоит обращать внимание. Для начала мы просто запоминаем и пытаемся по возможности понять их, в общем-то, суть. Потому что они бывают двух типов. Первый тип глаголов это, скажем, конкретный, когда мы передаем какую-то описываем ситуацию, например, калаза пар. Кала скажи, калаза. Говоря, сказывая, пар отдай. По-чувашски мы подразумеваем расскажи. Калаза пар расскажи. То есть ведь достаточно логично. Калаза, говоря, отдай. Расскажи. Или, например, ильзе киль. Иль возьми, беря, киль приходи. Беря, приходи. Все понятно. Есть конструкции второго типа. Я их так называю. Почему? Потому что второй глагол не всегда обозначает какое-то конкретное действие и не всегда догадываешься, что он обозначает. Это так называемый вспомогательный, он выполняет функцию вспомогательного глагола и обозначает какие-то действия, как правило, соответствующие совершенному виду русского языка. Об этом попозже. Кану куня зенже, манан армба, вармана кайма торжадап. Кану куня зенже, на выходных. Арамба со своей женой вместе. Арамба, мы уже знаем, ба это совместный падеж.
Арамбас с женой. Варманна. Мгм. Варман. Лес. Варманна. Куда? В лес. Итак, еще один новый падеж. Это так называемый дательно-винительный падеж. То есть он совмещает идеи дательного падежа, винительного падежа, и я бы еще добавил сюда направительного падежа. Почему я так говорю? Потому что он чаще всего отвечает на вопрос «куда?». Например, Шубашкар, Чебоксары, куда? Шубашкара. Но мы-то знаем, Шубашкарда – это где? В Чебоксарах. Шубашкардан – откуда? Из Чебоксар. И вот теперь Шубашкара – куда? В Чебоксары. Мускав – Москва. Мускава – в Москву. Мускавран – из Москвы. Мускавра в Москве. Мускавран из Москвы. То же самое с Хузан – Казань. Хузанда в Казани. Хузандан из Казани. У этого аффикса есть две, то есть не две, получается, 4 формы, основные 4 формы. А, Е, если слово оканчивается на согласный, и на Не, если слово заканчивается на гласный. Например, Хула – город, Хула-на – в город, а не в данном случае уже дательный падеж, дательно-винительный падеж, а не маме. Кому? Маме. Ну и надо добавить здесь еще, наверное, пояснить точнее слово, конструкцию кану кунезенже. Кан – это отдыхать, кану – отдых, то есть это аффикс, который образует существительный от глаголов. Пель – знать, пелю – знание. Ну, пока достаточно, наверное, да? Кану кунезенже, кану кунезем выходные дни, кану кунезенже в выходные дни. Опять местный падеж, только с окончанием «нже». Этот «нче» добавляется всегда к форме изофета. Например, Чуваш Республики Нже. Где? Чуваш Республики Нже. В Чувашской республике. Чуваш Республики Нджень. Откуда? Из Чувашской республики. Ну, если мы взяли в этот раз направительный падеж или дательно-винительный падеж, Чуваш Республики не. Здесь ничего необычного, да, поскольку мы знаем е, на, не. Это формы дательно-винительного направительного падежа. Ну и последняя фраза, самая простая, наверное, в этом занятии, в этом уроке. Варман вой парать. Варман лес, вой силы, силу, парать дает. Лес дает силу. Шагонба вешлетпар. На этом заканчиваем. Шагонба вешлетпар. Сыва пулар. Всего доброго. До свидания. Сыва пулар.